Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет отношений с вами? Кто этот человек и будут ли у вас с ним отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! А вы такая популярная! А у вас тут мужчин так много показали. Это отсыпка общая. У кого-то действительно все эти мужчины хотят с вами отношений, а у кого-то, разные мужчины проиграются. У кого-то один, у кого-то другой, у кого-то третий проиграется. Давайте пойдем по порядку. Я просто буду по порядку рассказывать то, что я вижу, а вы уже отталкиваетесь от своей ситуации. Есть ли такие персонажи в вашей жизни или рядом с вами? Вот здесь показывают человека из вашего прошлого, который и не забыл, и не разлюбил, и не смирился с тем, что вы сейчас не вместе. Этот человек буквально свято верит в то, что вы друг другу по судьбе, и в то, что вы опять сойдетесь, и что это все была большая ошибка, большое недоразумение, то, что вы расстались, то, что вы разъехались, у кого-то даже отыграется, что вы развелись, и он такой: я точно ее верну, мы точно с ней будем вместе. Мужчина, который за последнее время очень сильно изменился. Изменился, кстати, в лучшую сторону. Прям даже и внешне изменился в лучшую сторону. Стал каким-то более ответственным, серьезным, порядочным. С деньгами у него улучшилась ситуация. Мужчина, который, скажем так, в прошлом не был ярким, не был достойным, либо не был таким респектабельным, стабильным. Теперь как будто бы с возрастом он меняется. За последний год он очень сильно поумнел, похорошел и прям прокачался, как трансформировался, мне еще идет. И вы его, действительно давно не видели. И, возможно, и не хотите его видеть, но он будет искать встречи с вами, и он добьется того, чтобы вы с ним встретились, и вы будете очень приятно удивлены, насколько он повзрослел, насколько возмужал, насколько прям перед вами другой человек, другая личность даже. И вам, приятно с ним общаться, приятно будет с ним заново познакомиться, но с другой стороны, вы ведь тоже девушка, не промах, и вы понимаете, что в одну и ту же воду дважды не войдешь. И, возможно, есть что-то в его образе жизни, либо в его характере, с чем вы категорически не хотите мириться. И, возможно, у вас уже нет к нему тех чувств, которые были ранее. Вы двигаетесь вперед, вы не хотите двигаться назад, вы хотите двигаться вперед. Вижу, что добьется встречи с вами, вам будет приятно, вы будете сидеть и удивляться, как будто бы вообще на первом свидании с мужчиной. Но с другой стороны, все-таки, наверное, что-то до конца не изменилось, что-то осталось. То, что, например, вам опять покажется неприятным, и вы скажете: нет. Дружить окей, но не быть вместе. А может быть, у вас уже к этому времени и будет действительно любимый человек рядом. И зачем вам эти все проблемы? Зачем вам идти в прошлое? У вас будущее рядом находится. Мужчина из прошлого. Мужчина, который чудил, но действительно поменялся. Провел над собой колоссальную работу. Мне вообще идет, что и на лошадь он сел, и что-то добился, построил, создал, созидательством занимался, и чаша у него к вам переполнена. Вы для него роковая женщина, потому что таких других в мире не существует. И он это уже очень четко и ярко осознает. Вообще он какой-то странный у вас. Такое впечатление, что когда вы были вместе, как раз-таки он и не любил, и не ценил, и не понимал вас. И только лишь когда потерял, когда начал общаться с другими женщинами, тогда он все и понял, что вы только любовь в его жизни, что вы самая идеальная, самая лучшая. И прям для него, как, знаете,
и жена, и любовница, и подруга, вот прям 3 в одном, да. Ну, да, он будет еще к вам как-то там пробиваться, написывать, названивать, приходить, приезжать. Но я не вижу, чтобы вы его приняли. Наоборот, такая: когда мне было это нужно, ты мне этого не давал. А сейчас уже я другая. Мне от тебя уже ничего не хочется. Дружить он с вами, скорее всего, не согласится. Ну, потому что, да, у него амбиции. Он хочет все-таки вас как женщину себе, а не как подругу. Ну, там будет всячески о себе напоминать. Дальше. Второй мужчина мне показан на расстоянии. На расстоянии, ну, можно сказать, вытянутой руки. Где-то рядом с вами обитает. У мужчины сейчас очень тяжелый период в жизни. Очень много проблем, очень много каких-то сложностей. Этот мужчина готов, ну вот, как молиться на вас, либо молиться на вас. Вы для него как свет в оконце, вы его отдушина. Благодаря мыслям о вас и тому, что он может вас видеть, он держится на ногах, он не падает, он не сдается, он решает свои проблемы. О своих чувствах он молчит, но что-то проскакивает. У кого-то отыграется, что у вас взаимная симпатия, у вас там какие-то гляделки, подмигивания, улыбочки, какие-то вот, ну, комплементарные вещи, но их нельзя расценить как отношения. То есть не зовет вас на свидание, либо уклоняется от этого, и вы не понимаете, почему он так себя ведет. Но как бы он честный человек и благородный, судя по всему. Он не хочет вас обременять своими проблемами, а проблем у него выше крыши. За его спиной просто все рушится, трещит по швам, на кусочки разваливается. То ли у него какая-то драма в семье, в отношениях, не знаю, в родительской семье, то ли он в проблемах запутался, может, на нем какие-то долги, кредиты, может, влип в какую-то историю неприятную. Да, вы ему очень нравитесь, да, он влюблен в вас, но не позволяет ему совесть начинать с вами отношения, потому что у него задний двор весь грязный, понимаете, куда он вас поведет. Что он вам красивый фасад показал, а все равно вы ведь столкнетесь с этой грязью. Вы про него и правду узнаете, и либо ему придется, как бы, ну не врать же вам, да, придется что-то рассказать о себе. Если у него незаконченные отношения, то там, скорее всего, ругаются, дерутся. Там, скорее всего, это его бывшая пытается его там раздеть, как липку догола, да, и даже трусишки последние забрать. Если там кредиты, долги, сами понимаете, ничего хорошего. Тебе нравится женщина, но у тебя нет средств отвезти ее в хорошее как кафе, в хороший ресторан. Ну как? Цветы подарить ей нормальные. Не будешь начинать с того, что да, милая, ты мне нравишься, но у меня сейчас денег нет, давай там бутербродов покушаем, либо я тебе пирожок куплю, да, на вокзале, потому что у меня денег нет, у меня кредитов много. И понятно, что это плохо, это неприлично в конце концов. Но опять же, он любит вас, он не может любимой женщине такое вот сказать. И он предпочитает больше, ну, держаться в стороне. И если вы думаете, что с вами что-то не так, вы очень сильно ошибаетесь. Вот у кого взаимная симпатия, вы очень сильно ошибаетесь. Вы ему нужны для счастья, для жизни, для прекрасного будущего. Но это будущее невозможно, пока он не решит проблемы прошлого и настоящего. А проблем очень сильно много. Вы для него превыше всего. Видите, ваша фигурка очень высокая, а его фигурка гораздо меньше. Но у него, видите, вот эти гири, хвосты. Это то, что его не пускает к вам. Если бы у него в жизни было все в порядке, да, девочка, он уже давно вас на руках носил, он давно бы вас уже добился, вы бы уже были вместе, он бы сделал для этого все. Мужчина, он симпатичный, приятный, такой, знаете, располагающий, по характеру такой хороший, теплый, но вот запутался в проблемах. Да, у каждого в жизни бывают такие критические периоды, и никто от этого не застрахован. Это никак не говорит о том, что он плохой человек. Наоборот, говорит, что человек, который, да, в проблемах, но он решает. Как только он разгребется со своими проблемами, конечно же, он побежит к вам, радостно махая там прекрасным букетом цветов, приглашая вас в хорошее место, ухаживая за вами, ну и понимаете, да, там процесс начнется. Стоит ли вам ждать этого человека? Но если он вам нравится и у вас никого сейчас рядом нет, то, возможно, да, стоит его дождаться. И если вы понимаете, что время идет, зачем мне всех ждать? Вы же не благотворительный центр.
тогда как бы выстраивайте свою жизнь, ищите других партнеров, знакомьтесь с другими людьми. Ну, вот что показали, то показали. Если ваше, то от вас не уйдет, и вы будете вместе, да, если по судьбе. Если нет, то да, вот такой момент. Каждый может влюбиться, но не факт, что каждая влюбленность приводит к тому, что люди создают отношения. Согласитесь, да? Не всегда так бывает. Так, и третий мужчина. А вот третий мужчина, он самый такой вот прям закрытый. Закрытый в плане... Вот о себе практически ничего не говорит. У него, вы знаете, как я вижу, у него явно есть какие-то врожденные способности эзотерического, паранормального характера. Возможно, да, он экстрасенс. Возможно, у него чуйка такая прям четкая. Возможно, мужчина сам увлекается эзотерикой. Но вот мне показано, вот как я это ощущаю, что на нем защита стоит. Защита, которая вот от всего. От негатива, там, от порчи, от того, чтобы его просматривали. То есть он закрыт. Для меня он в коконе сидит. Может быть, у него там не только он такой, у него, например, мама такая, которая мальчика защитила. Может быть, это родовая какая-то, да, система защиты. Мне он в коконе идет, закрыт. Я даже не могу сказать, где он относительно вас находится. Но душа у него гордая птица, он орел. Орел, в душе орел, может, это его тотем. Может, кстати, военный мужчина быть, да, либо с военным делом связан. Может быть, с правоохранительными органами, там форма, где у нас еще летчики, да, и некоторые формы, вот эти поезда, железнодорожники, тоже там такая символика бывает. Но мне, да, больше идет, что это его тотем. Гордый, независимый, очень крутой. Кстати, у кого-то еще по таким знакам может отыграться мужчина иностранец, другой национальности и даже другой расы, другой культуры, религии другой. Такой прям серьезный дяденька. Не могу его так прям просмотреть. В коконе, защищен, закрыт, запечатан. Но он пришел, значит, он на вас заявляет, да, свои права, свои чувства к вам пытается транслировать. Это такой небольшой манифест. Мужчина, который мечтает о теплом, уютном гнезде. Да, вот он орел, который защищает гнездо, в котором сидит другая птичка. Здесь вот именно желание семьи, создать семью, быть хранителем этой семьи, защитником семьи, добытчиком в эту семью. Вот ему женщина нужна такая, знаете, чисто домашняя, которая будет его ждать там, после работы, с которой он будет классно время проводить. Ему хочется, да, семью, детей, скорее всего, хочется. Либо если у него есть дети, то просто вот любимого человека рядом. Хочется какой-то спокойный, вот правильно, да, ему хочется спокойной жизни, умиротворенной такой, знаете, счастливой жизни ему хочется. Под защитой, да, все-таки он под защитой. Он с правой стороны вышел. Кстати, у кого-то этот мужчина, это и есть ваша судьба, потому что справа вышел. Вот бывший слева вышел, тот, который с проблемами, посредине вышел на линии судьбы, а этот справа, это как ваша судьба мне идет. Кому-то из девчонок этот мужчина действительно суженый. И почему его закрыли? Да, скорее всего, защита. А может быть, чтобы вас не напугать, да, чтобы вы там лишнего про него не узнали и там ненароком не сбрыкнули. Возможно, все должно быть органическим, естественным путем, да, чтобы вы там не ждали, не готовились, а случилось, как должно случиться. Да, такое тоже часто бывает. А вот этот третий мужчина, он самый сильный по духу, по характеру, он самый надежный. И он, я так понимаю, лучше всех других себя чувствует в плане там, реализации денег, финансовых возможностей. И авторитет у него такой прям непререкаемый. Мужчина, который и по духу, и по сердцу, и по внешним, да, данным, прям мужик мужиком. И такой вот всегда будет последнее слово за ним. Да, он будет к женщине прислушиваться, но последнее слово будет за ним. Кто-то любит, да, кто-то любит из девчонок и говорят, да, я вот люблю, чтобы мужчина
действительно все брал на себя. И если мужчина умный, я готова за ним следовать. А кто-то, например, из девчонок говорит, ну нет, что я себя потеряю, что ли, с этим мужчиной? Он должен считаться с моим мнением, и почему я должна жить, как он скажет? То есть для кого-то, да, может это стать проблемой, а для кого-то это будет наоборот, как подарок судьбы, исполнится желание, такой сильный мужик рядом. Про этого мужчину еще могу сказать, что у него... скорее всего, либо какой-то шрам, либо какая-то татуировка, как отметка судьбы. Что-то есть на нем, меченый, он меченый человек. Шрам, если есть, то на таком месте, что это его не портит. Наоборот, это добавляет ему мужественности. Ну а если это какая-то татуировка, то она прям очень символична и очень необычна. С правой стороны вышел, у кого-то отыграется, что вы уже с ним общаетесь, знакомы. А у кого-то отыграется, что, возможно, он вас видит, а вы его не видите. Вот, да, за вами наблюдает, следит. Взял курс на вас. Угу. В любом случае, когда время придет, этот мужчина себя очень ярко проявит. Проявит так, что у вас прям земля из-под ног уйдет. А у кого-то слезы радости, наоборот. Ну, допустим, мужчина иностранец, он за вами приедет, он скажет, все, забирай вещи, я тебя увожу, мы женимся. И вы прям ахнете, скажете, ну надо же. У кого-то отыграется, что, возможно, мужчина действительно вот как-то вмешается в вашу жизнь и чем-то вам поможет. У кого-то долги мужчина заплатит, у кого-то проблемы мужчина вступится, заступится, да, вот как-то... Мне идет резкое, такое вот как эти ястребы, да, соколы, они когда охотятся, летают, они резко вот камнем на землю падают за добычей, за своей. Вот почему-то мне такая картинка идет. Да, третий мужчина, конечно, с большим потенциалом. И как мужчина он, конечно, очень такой яркий, видный, строгий мне еще идет. Строгий, правильный еще идет слово про него. Но он, тем не менее, он себя закрыл. Ну, либо кто-то его закрыл. Чувствует, он все чувствует. Он чувствует момент. Он чувствует, когда можно, когда нельзя, когда надо, когда ситуация не зрела. Он все чувствует. Вот почему-то мне идет, что экстрасенс. Нет, он знает, чем он обладает, и он этим пользуется. А у кого-то, как я уже сказала, да, мужчина увлекается эзотерикой. Эзотерика – это его второе имя, и он себе эзотерикой дорогу прокладывает вот к успеху, к достижению, к решению. Да, вот прям очень активно этим занимается. Ну да, ничего больше не могу про него сказать, кроме того, что он, да, хочет с вами отношений. Он очень хочет отношений, но вот всему свое время. Он у нас в венце показан, да, вот я же говорила, судьбоносный мужчина, и придет, когда надо будет. Либо все случится, когда время придет, да, вот такой момент. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.